разбившемся в турецком аэропорту самолете были граждане Казахстана и Кыргызстана. Все они живы и будут доставлены на родину. Тем временем страны Центральной Азии и всего мира еще больше изолируются от Китая. Таджикистан, один из последних, эвакуирует своих граждан из зараженных регионов. Сегодня-завтра решится вопрос эвакуации из города Ухань 58 граждан Таджикистана, в том числе студентов. США представили новую стратегию своей внешней политики в отношении Центральной Азии. На первом месте вопросы региональной безопасности, особый акцент на взаимоотношении с Афганистаном и противостоянии терроризму. ЦИК Таджикистана отказал независимому журналисту в регистрации в качестве кандидата на парламентских выборах. Одновременно с этим жители грузинского села Давитиани готовы бойкотировать выборы, если власти не решат их проблемы. Один-единственный у нас заработок – это раннюю продукцию вырастить и продать удачно. Вот и все. Вот наше крестьянское такое дело. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Авиакатастрофа в аэропорту Стамбула привела к гибели 3 человек. 179 человек обратились за медицинской помощью. Среди них 2 кыргызстанца и 2 граждан Казахстана. Ряд СМИ сообщили, что на борту находились также граждане Туркменистана. Однако МИД этой страны до сих пор не сделал никаких заявлений. Накануне вечером произошло крушение Боинга 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в стамбульском аэропорту имени Сабихи Gökçen. Дарья Тимофеева подробнее. Посадку пилоты совершили в дождь и при сильных порывах ветра. Погодные условия позже назовут возможной причиной катастрофы. Самолет буквально рухнул с высоты около 30 метров. Судно выкатилось со взлетно-посадочной полосы, врезалось в ограждение, загорелось и развалилось на 3 части. Пожарные быстро потушили пламя. Все находившиеся на борту люди были эвакуированы. К сожалению, самолет авиакомпании Pegasus не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе из-за плохих погодных условий. 177 пассажиров, среди них 2 ребенка, 4 бортпроводника и 2 пилота находились на борту. До настоящего времени 120 человек доставлены в близлежащие больницы. Первоначально власти Турции заявили, что жертв крушения нет. К утру стало известно о гибели 3 человек. По официальным сообщениям, в авиапроисшествии погибли граждане Турции. Травмы различной тяжести получили более 170 пассажиров судна. Часть из них после осмотра врачами были отпущены домой. 2 пилотов находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Боинг турецкой авиакомпании Pegasus выполнял регулярный внутренний рейс из Измира. На борту были 22 иностранца из 12 государств. В числе пострадавших 2 кыргызстанца и 2 граждан Казахстана. В министерствах иностранных дел 2 стран сообщили о том, что предприняты все меры для оказания им помощи. Сотрудники Генерального консульства Кыргызской республики в Стамбуле посетили граждан Кыргызской республики и ознакомились с состоянием их здоровья. По информации лечащих врачей, состояние пострадавших стабильное. Пострадавшие граждане будут находиться под медицинским присмотром в течение 24 часов. И далее будет определен вопрос их дальнейшего пребывания в больнице либо выписки. Расследованием инцидента занялась Генеральная прокуратура в Анкаре. Аэропорт имени Сабихи Gökçen был закрыт для вылетов и прилетов до середины сегодняшнего дня. Все рейсы перенаправлены в другой аэродром Стамбула. К 4 часам по местному времени в аэропорту открыли взлетно-посадочную полосу. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. Настоящее время. Азия. США представили новую стратегию своей внешней политики по Центральной Азии на 2019-2025 годы. Публикацию этого документа несколько дней назад анонсировал госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Казахстан и Узбекистан. В документе отмечается, что с момента утверждения предыдущей стратегии в 2015 году лидеры стран Центральной Азии создали новые возможности для развития. Оно ориентировано на реформы, внутрирегиональное взаимодействие и сотрудничество, а также более активное вовлечение Соединенных Штатов. Новая стратегия содержит 6 основных принципов политики США в регионе. Это поддержка и укрепление суверенитета и независимости стран Центральной Азии, как в отдельности, так и в регионе в целом. Уменьшение террористических угроз в регионе, расширение и оказание поддержки стабильности в Афганистане, поощрение взаимодействия между Центральной Азией и Афганистаном, содействие реформам в сфере верховенства права и соблюдению прав человека и содействие инвестициям Америки в Центральной Азии. В стратегии также говорится, цитата, «Успешное участие США в делах Центральной Азии будет способствовать продвижению наших интересов в области национальной безопасности и защите нашей Родины, граждан и интересов за рубежом». Конец цитаты.
О новой стратегии США по Центральной Азии я поговорил с руководителем аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения Российской академии наук Станиславом Притчиным. Станислав, как вы думаете, вот исходя из новой стратегии, США планируют усиливать свое влияние и присутствие в Центральной Азии? Ну, я бы так не сказал, если честно, потому что если мы проанализируем нынешнюю стратегию, она не привносит каких-то новых идей, новых направлений или каких-то новых проектов, которые мы могли кардинально улучшить влияние США в регионе или каким-то образом усилить влияние в целом американской дипломатии, американского неправительственного сектора. Поэтому новая стратегия на самом деле это фиксация уже существующих проектов, констатация того, что было сделано без каких-либо новых направлений для сотрудничества с регионом. А вообще, можно ли говорить о прямом столкновении интересов России и США в Центральноазиатском регионе? Я бы на сегодняшний день не сказал бы, что есть какие-то прямые столкновения. Если мы концептуально посмотрим на то, что протоколируют Соединенные Штаты Америки и что прописано в доктринальных документах России, то здесь мы видим, что в принципе это стороны пересекаются. Да, поддержка суверенитета, поддержка стабильности, нормализация ситуации в Афганистане, улучшение управляемости в экономиках Центральной Азии. То есть все то, что и Россия, и США тем или иным образом стараются продвигать в регионе. Конечно же, геополитические стороны являются определенном роде соперниками, но если мы сравниваем, например, с десятыми годами нынешнего века, конкуренция была более яркой и более выраженной, потому что США было военное присутствие в регионе, и это, конечно, серьезным образом влияло и на российское влияние. И оказывало давление в том числе и на режимы. Как мы помним, что первая революция тюльпановая в Киргизии прошла при очень активном участии американской базы, которая в то время находилась в Манасе. То есть вот эти моменты все, конечно же, на тот момент добавляли остроты. Сейчас у США нет такого, во-первых, присутствия серьезного на земле в Центральной Азии. Да, есть проекты, которые перечислены в той же стратегии, но они носят скорее инструментарный характер. То есть для США Центральная Азия – это не пограничная территория. Станислав, вот несколько дней назад госсекретарь Майк Помпео совершил турне по Центральной Азии в формате S5+1, провел переговоры с главами МИД и 5 стран региона. Вот этот формат переговоров был создан еще при Обаме, но насколько он может быть полезным и действенным сегодня, как вы думаете? Но на самом деле, в то время, когда он был создан Джоном Керри в 2014 году, тогда это, конечно же, была очень новая и интересная площадка, потому что у Центральной Азии не было такой площадки. Сейчас такая площадка есть, она создана при активном участии нынешних властей Узбекистана. Есть площадка, которая регулярно встречается на уровне президентов. И поэтому в таких условиях, например, говорить о том, что C5+1 инициированный США привносит какие-то новые элементы, да, это инструмент, попытка США каким-то образом поддерживать свое политическое влияние в регионе, но острые потребности в этом конкретном формате взаимодействия у центральноазиатских государств нет, потому что они и так регулярно встречаются на пятистороннем уровне. А вот в последнее время много говорилось о вступлении в Евразийский экономический союз Узбекистана. Пока власти этой страны заняли выжидательную позицию, вступление выгодно России, но, видимо, не очень выгодно для США. Как вы думаете, опять же, исходя из стратегии, США будут стараться, чтобы Узбекистан не оказался в ЕАЭС? Ну, конечно, глобально ЕАЭС и вступление туда Узбекистана – это серьезное усиление ЕАЭС, потому что присоединяется крупнейшая держава Центральной Азии. И это усиление, конечно же, и Узбекистана, потому что Узбекистан получает доступ на рынки своих партнеров, ключевых экономических партнеров. Естественно, США уже обозначили, что в случае вступления Узбекистана в ЕАЭС будут проблемы с вступлением в ВТО. Как мы знаем, что здесь есть двусторонние переговоры по вступлению в ВТО, которые могут быть заблокированы, в том числе и по политическим причинам. США уже намекнули, что они могут включить этот механизм для того, чтобы не допустить вступления Узбекистана в ЕС. Посмотрим, реалии покажут. Ну и еще один вопрос вам задам. Вот в стратегии говорится, что страны региона должны теснее сотрудничать и оказывать поддержку Афганистану и в экономической сфере, и в сфере безопасности, а США будут оказывать свое содействие. Как это может выглядеть на практике, как вы думаете? На самом деле довольно интересный кейс Афганистана, потому что с одной стороны указано, что Центральная Азия интересна США вне зависимости от Афганистана, но при этом есть целая
целый раздел стратегии, который посвящен Афганистану. Здесь, с одной стороны, мы можем говорить о том, что Узбекистан и так является активным игроком нормализации ситуации в Афганистане через дипломатические меры, через экономическое сотрудничество. И здесь, наверное, США могут только подключиться или поддержать те инициативы, которые Узбекистан и Ташкент проводят в отношении Афганистана. Глобально у центральноазиатских государств нет серьезных ресурсов и возможностей для стабилизации ситуации в Афганистане. Мы продолжаем нашу программу. Несмотря на падающий интерес мировой общественности к теме коронавируса в Китае, статистика зараженных и погибших продолжает расти. За последние сутки с начала эпидемии зафиксирован рекорд смертности от вируса. В Японии отправили в двухнедельный карантин целый круизный лайнер, на борту которого почти 4000 человек, рассказывает Джазгуля Гимбердиева. Минувший день стал рекордным по количеству погибших от коронавируса. За сутки скончались 74 человека. Общее число умерших составило 565 человек. Почти на 4000 возросло и число подтвержденных случаев заражения – 28 200 человек. Из-за стремительного роста зараженных в Ухане в дополнение к имеющимся карантинным пунктам начали развертывать мобильные госпитали. В эпицентр эпидемии откомандированы медработники из соседних провинций. Мы выделили сюда 8 машин, включая автомобиль экстренной медицинской помощи, автоцистерну, а также мобильный командный центр. Они обеспечат надлежащую работу мобильного госпиталя. А в соседней Японии власти решили поместить в двухнедельный карантин круизный лайнер Diamond Princess. На борту находятся 3700 пассажиров и членов экипажа. Накануне корабль пришвартовался к порту Йокогама. С борта эвакуировали 20 пассажиров, у которых выявили положительный результат на коронавирус. Всего было проверено 273 человек, которые имели тесный контакт с теми, у кого были похожие симптомы. Я не располагаю последней информацией по текущей ситуации, но люди с положительным результатом будут отправлены в госпитали. Тем временем спрос на защитные медицинские маски резко возрос в Европе. В парижских аптеках их массово начали скупать китайцы. Местные производители утверждают, что на складах уже не осталось запасов, поэтому решено перейти на 7-дневный режим работы. Примерно 80% покупателей масок – это китайцы, которые в настоящее время находятся во Франции, а позже вернутся в Китай. Они покупают маски в значительных объемах. Все почему? Они покупают маски не только для себя. Им поступают запросы от их семей в Китае, так как там все маски уже закончились. Поэтому люди в Китае, пользуясь случаем, заказывают маски из-за границы. Между тем, география распространения коронавируса в мире продолжает расти. На этот час подтвержденные случаи заражения зафиксированы в 28 странах мира. 58 таджикистанцев в течение нескольких дней будут эвакуированы на родину из китайского города Ухань. В основном это студенты высших учебных заведений этого города. Об этом сообщил министр здравоохранения Таджикистана. Вернувшихся в страну из провинции Хубэй граждан поместят в 14-дневный карантин. Анушервон Арипов с последними новостями из Таджикистана. Пока неизвестно, как именно будут эвакуированы граждане Таджикистана. Этого не знают даже власти страны. По данным информагентства «Азия Плюс» со ссылкой на председателя комитета по чрезвычайным ситуациям, таджикистанцев, возможно, доставят китайским грузовым самолетом, который сегодня вылетит из Душанбе в Ухань с грузом гуманитарной помощи, а на обратном пути захватит эвакуируемых на родину. Таджикистан – одна из последних стран Центральной Азии, которая эвакуирует своих граждан из провинции Хубэй. По данным российских СМИ, власти просили о помощи в эвакуации Россию, но Москва не смогла помочь. Рейсов в Ухань нет и в расписании местных авиакомпаний. Оба этих факта говорят в пользу того, что перевозку возьмет на себя китайская сторона. Сегодня-завтра решится вопрос эвакуации из города Ухань 58 граждан Таджикистана, в том числе студентов. В последующие 2 дня они уже будут на родине. Для 58 эвакуируемых таджикистанцев, большинство из которых студенты, подготовлена отдельная карантинная зона со всеми условиями за пределами Душанбе. Там они проведут 14 дней вместе с сопровождающими их спасателями и медицинским персоналом. То есть врачей и спасателей также не будут выпускать из медучреждения на весь срок карантина. Им нельзя будет ничего передавать на время карантина, ни продукты питания, ни одежду. Все сотрудники больницы, которые с ними будут взаимодействовать, также не смогут покидать медучреждение
на все время карантина. Двухнедельный карантин в Таджикистане обязателен для всех прибывающих из КНР. Даже для тех, кто прилетел из городов Китая, где не было зарегистрировано ни одного факта заражения коронавирусом. Сегодня в стране готовы поместить в карантин не более 1000 человек одновременно. Но уже в ближайшие недели количество коек должно вырасти до 3000, чего, по мнению врачей, вполне достаточно. Анушер Бунарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. По информации корреспондентов туркменской службы радио «Свобода Азатлык», власти продолжают умалчивать факты распространения коронавируса в Туркменистане. Как сообщают источники Азатлыка, молчание властей усиливает панику среди населения. Корреспондент сообщает, что граждане, попавшие в карантин, содержатся в изоляции, лишены телефонов, интернета, права получать информацию или сообщить о себе. Причем наличие и местоположение карантинной зоны для прибывших из Китая граждан страны туркменские чиновники не сообщают. Корреспондент Азатлыка утверждает, что основная карантинная зона находится на востоке страны в Либабской области и, в частности, на окраине города Туркменабад, рядом с инфекционной больницей. Кроме того, прибывшие из Китая 29 февраля граждане были помещены в карантин в поселке Душак в Ахалской области. Условия содержания и питания содержащихся в карантине людей крайне неудовлетворительные. Радио «Азатлык» не удалось получить официальную информацию и получить информацию в госучреждениях Туркменистана, а также непосредственно Либабского вилаята. Смотрите далее в нашей программе. ЦИК Таджикистана отказал независимому журналисту в регистрации в качестве кандидата на парламентских выборах. Одновременно с этим жители грузинского села Давитиани готовы бойкотировать выборы, если власти не решат их проблемы. Один единственный у нас заработок – это раннюю продукцию вырастить и продать удачно. Вот и все. Вот наше крестьянское такое дело. Мы продолжаем нашу программу. Черемушкинский районный суд Москвы присудил компенсацию в 1 300 000 рублей гражданину Таджикистана Сулаймону Саидову. 8 апреля 2016 года на станции метро Калужская Саидова выстрелил из травматического пистолета 61-летний москвич Сергей Царев. Нападавший в момент был пьян и сам спровоцировал конфликт. Он требовал, чтобы Саидов вместе со своим племянником покинули вагон метро, потому что им якобы тут не место. Также он нецензурно бранился и оскорблял Саидова по национальному признаку. Как следует из медицинского заключения, Саидов получил множественные повреждения головы и ранения в живот. Его правый глаз был контужен, а впоследствии его пришлось ампутировать и заменить протезом. Причем раз в год этот процесс необходимо менять. Царев скрылся с места преступления, но позже был задержан. В августе 2018 года он был приговорен к 10 годам тюрьмы. Саидов также обратился в суд с гражданским иском к Цареву, хотел взыскать с него 300 000 рублей компенсации за медицинские расходы и 18 миллионов рублей компенсации морального вреда. Но суд после нескольких лет рассмотрения дела значительно снизил сумму компенсации и присудил таджикистанцу лишь 1 300 000. Сам Саидов после нападения вернулся в Таджикистан. Там он получает пособие по инвалидности 113 сомоней, это $12. Адвокаты Саидова утверждают, что присужденная компенсация еле-еле покроет понесенные затраты. До парламентских выборов в Таджикистане осталось меньше 4 недель. Местный Центр избирком зарегистрировал 60 кандидатов по партийным спискам. Из-за избирательного залога, который составляет почти $600, 6 из 7 существующих партий выдвинули неполный список кандидатов. Тем временем, сегодня стало известно, что журналисту-самовыдвиженцу отказали в регистрации на выборы. В избирательном округе в Файзабадском районе заявили, что такое решение в отношении Завкибека Саидимини было принято после того, как была обнаружена фальсификация подписей в подписном листе в поддержку этого кандидата. По словам главы избирательного округа, из 500 подписей в поддержку журналистов-самовыдвиженца недействительными признаны 17. Завкибек Саидимини не согласен с доводами Файзабадского избирательного округа. Он отметил, что при сборе подписей его помощники поясняли избирателям риски и получали подписи исключительно с их согласия. Так как им надо было не допустить меня к выборам, они вызвали этих 17 человек и взяли с них объяснительные. Это все организовано. Та девушка, которая собирала за меня подписи, говорит, что она готова доказать в суде, что все подписи действительные. Но я не намерен обращаться в суд, так как времени для оспаривания практически не осталось. И к тому же они настроены любыми путями не допустить меня до выборов. Они сделают все, чтобы добиться этого. Это лишняя трата времени и нервов.
А жители грузинского села Давитяне готовы бойкотировать парламентские выборы, если власти не решат их проблемы. В селе, где преимущественно проживают этнические русские, нет ни дороги, ни газа. Впрочем, это лишь часть проблем. Репортаж Завиадом Чидлишвили. Господь. Давитяне – крупнейшее русское поселение в Грузии. Было заложено в 19 веке молоканами, последователями христианского течения, не признающего крещения, икон и священства. В царской России молокане были объявлены еретиками. Их ссылали, как правило, на Кавказ. В Давитяне до сих пор живы некоторые молоканские традиции и обряды. Религиозные собрания ведут старожилы. Одна из них – Галина Коробкова. Вначале село называлось Графовка. Потом, когда в совхоз это село прицепили к совхозу, прикрепили, стало называться село Свободное. А теперь уже вот после 90-х сейчас Давитяне. И нас молокан осталось мало. Вот молоканских семей осталось мало. Это через каждый, наверное, 3-4 двора. Сегодня в селе, которое местные по привычке продолжают звать Графовкой, проживает около 300 человек. Большинство – русские, включая молокан, около трети – грузины. Единственная в селе средняя школа тоже русская. Характерная особенность поселка – колоритное гэканье, доставшееся от переселенцев из-под Тамбова и Саратова. Основное занятие жителей – земледелие, включая тепличные хозяйства. Один единственный вот у нас заработок – это вот раннюю продукцию вырастить и продать удачно. Вот и все. Вот наше крестьянское такое дело. А так, чтобы что-то чем-то еще заниматься, производства нет такого. Давитяне, как и многие другие грузинские села, начал приходить в упадок в 90-х. При этом поселок, в котором когда-то жили более 1000 человек, продолжает пустеть и сегодня. Молодежь, вот сейчас в данный момент, молодежь, конечно, вся стремится в город, именно в Тбилиси. А вот в то время, в 90-е, люди стали уезжать именно в Россию. Несколько семей, правда, и вернулись, не смогли там приспособиться. Сельчане уже несколько лет требуют провести МГАЗ, отремонтировать дорогу и построить детский сад, но безрезультатно. В октябре этого года в Грузии состоятся парламентские выборы, и у жителей Давитяне в связи с этим появилась отчаянная идея. Грузия – парламентская республика, и именно итоги выборов выявят политическую силу, которая возглавит страну на следующие 4 года. То есть важен каждый голос. И крестьяне не исключают, что объявят этим самым выбором бойкот. Впрочем, пока готовы подождать. Время придет, придут местные власти, как они будут говорить, как будут уговаривать. Если посчитаю нужным, пойду. Давитяне – первое в Грузии село, жители которого заговорили о таком виде протеста, как бойкот выборов. Неизвестно, возымело ли это свое действие, или же так просто совпало, но местные власти уже пообещали в скором времени провести в село ГАЗ. Завиадом Чидлишвили, Георгий Чумбуридзе. Настоящее время. Село Давитяне, Кахети, Грузия. И напоследок о законодательных инициативах Туркменистана. В государственных учреждениях и предприятиях Либапской области всем мужчинам 40 лет и старше запретили красить волосы в черный цвет. Корреспондент радио «Азатлык» в Либапе рассказал, что в то же время у всех мужчин, у кого сохранился естественный цвет волос, требуют добавить им седины с помощью краски. Согласно данным корреспондента «Азатлыка», это требование появилось 1 февраля. По его словам, несколько работников бюджетных организаций, в частности учителя школ и медработники, рассказали, что запрет имеет устный характер. Вероятно, речь идет о новом имидже президента Гурбангулы Бердымухамедова, который в последнее время внезапно посидел. Руководители госучреждений говорят, что если в Либапский вилаят приедет Торкадак, то на встрече с ним теперь будут допускаться в основном седовласые люди. Мужчины-бюджетники выражают недовольство тем, что когда Бердымухамедов сам красил волосы в черный цвет, от них тоже требовали скрывать седину под черной краской, а теперь требуют совершенно обратного. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Между двумя столицами просто черная дыра. То есть коммунальные службы не работают, работают сами жители. Не кормить, и ни дороги не делать, ни свет не проводить. Сидим без света, дождь без света, ветер без света. Поэтому я держу бак, хоть как-то отстоять. Вот мы идем по дороге, ее не посыпали ни разу. У нас народ – это расходный материал.
Эстонская полиция спустила с орбиты российский спутник. Защищать свободу слова вызвался Дмитрий Киселев. Эстония пытается быть в Евросоюзе, что называется, святее папы. Свобода лучше, чем не свобода. Стоит ли запрещать в Европе российские СМИ, даже если они пропаганда? Vox Populi из 3 столиц. Мы становимся на уровень тех, против кого боремся, понимаете?